Осень – романтичный период, когда самое время прогуляться по различным выставкам. Как раз-таки одна из таковых открылась в Академии художеств Узбекистана. Выставка под названием «Италия» от братьев Алинари до мастеров современной фотографии воспевает обаяние и разнообразие Апеннинского полуострова. На суд зрителю представлена антология образов за последние 1,5 столетия, составленная из работ около сотни фотографов. Среди них уже вошедшие в историю фотографии такие имена, как братья Алинари, Джорджо Ростер, Джованни Круппи, Витторио Селла, а также современные авторы Франко Фонтана, Паоло Спигариол, Габриэле Базилико, Антонио Биазиуччи. Немного больше о процессе подготовки выставки нам рассказали ее организаторы с первых уст, так сказать. Это мероприятие – результат наших переговоров с послом Италии, которые имели место быть около полугода назад. Знаете, будь то узбекские художники, скульпторы или фотографы, да и творческие люди со всего мира. Для всех Италия – это исток. Некое место, где все мечтают побывать однажды. Поэтому для всех любителей и ценителей искусства мы решили подарить такую возможность – поближе ознакомиться с историей этой страны и прикоснуться к ней посредством фотографии. Я очень рад, что мы могли организовать эту выставку в Ташкенте. Это выставка, которая рассказывает немножко об истории Италии. Именно в этом году мы отмечаем 160 лет нашего итальянского единства, итальянского объединения, скажем так. И я думаю, что всякие эти снимки, картины, фотографии, которые представлены в этой выставке, они рассказывают немножко эту историю, потому что есть 19 века, потом есть до военного периода, после войны, потом до наших дней современные фотографии, много разных фотографов, разные тоже техники фотографирования, разные, очень разнообразные снимки, картины, они такая. Как Италия, мы гордимся, что Италия – это страна разнообразная, что это не очень большая по территории, но очень много различий между городами, регионами, даже между людьми и так далее. И это в этом выставке можно это чувствовать, мне кажется. Экспозиция сформирована из 3 разделов. Это пейзаж, труды и лица. И каждый из них – это своеобразное историко-географическое и художественное путешествие. Вот, к примеру, прямо сейчас перед нами настоящая икона. Это самая известная фотография братьев Алинари. Называется она «Лестница башни Палаццо Веккио» и видно кафедральный собор во Флоренции. Датируется эта фотография 1900 годом. То есть, задумайтесь, ей уже более 120 лет. Ясно одно – видеть эти фотографии с экранов телевизоров или других гаджетов значит не окунуться в атмосферу полностью. Поэтому о настоящих, реальных эмоциях мы поспешили узнать у пришедших в галерею посетителей. Это мой первый визит в Узбекистан, в частности, на эту выставку. Что мне действительно понравилось, так это цвета, такие насыщенные. Кажется, что они настоящие, хочется пролезть внутрь фотографии. Также радует наличие неких сопоставлений между кухнями, к примеру. Я заметила некую схожесть. Что привлекло мое внимание, это некоторые люди на фото. Они выглядят как скульптуры, но это реальные люди. Впечатление выставки грандиозное. Давненько такого не было у нас в городе. Ну, конечно, благодаря Академии художеств мы получаем такие праздники, но тут еще благодаря посольству Италии привезли столько шедевров. И сейчас для нашей молодежи, которая учится рисунку, живописи, необходимо посмотреть эти фотоработы вот взглядом художников настоящих и прошлого века, и нынешний современный взгляд. Скажу, как есть, выставка интересная, очень интересные фотографии. Там фотографии с 19 века, то есть им некоторым фотографиям по 150 лет. То есть по вот этим снимкам можно проследить в какой-то мере историю Италии, историю искусства этой страны, историю каких-то религиозных праздников. Вообще интересно. Мы вот так все залы обошли, все посмотрели, более 160 снимков, которые сюда привезли. И вообще для такого художественного восприятия это очень интересно.
какой-то такой своеобразный взгляд на эту страну. Мне вообще очень понравилась выставка. Вот и она такая разнообразная. Здесь показана разная Италия. Вот. И вот когда смотришь на эти фотографии, вот это же сделано итальянцами, и как бы видишь эту Италию их глазами. И вот, вы знаете, такой восторг, потому что мы знаем Италию, вот она где-то там, в Европе, вот на карте, она такая далекая от нас, знаем там, ну, по каким-то фильмам, а здесь вот мы смотрим Италию, она такая вся разная, такая интересная, и вот когда вот видишь, да, вот понимаешь, вот как бы погружаешься вот этим восторгом, который снят, этот кадр, вот этим восторгом восхищаешься тоже, глядя на эти фотографии. Поэтому вот эти эмоции, которые запечатлел сам автор, вот этот фотограф, эти эмоции передаются нам. Все эти эмоции можете прочувствовать и вы, ведь выставка продлится целый месяц, вплоть до середины ноября. Поэтому пренепременно поспешите за новыми ощущениями в Академию художеств Узбекистана и побывайте в Италии.